Чувашские бойцы и их семьи должны получить все необходимые меры поддержки. Об этом рассказал глава республики на встрече с участниками специальной военной операции. Вернувшиеся с фронта говорят, что чувствуют и видят, как им помогают в регионе. С подробностями Дмитрий Ковалев. Чувашские бойцы сражаются самоотверженно, рассказывают те, кто вернулся с фронта. Для настоящих патриотов другого выбора быть и не могло. От исхода военной операции зависит будущее страны. Мы защищаем, с одной стороны, прежде всего, суверенитет нашей страны. Потому что, очевидно, если бы не, как говорится, не мы бы начали, мы бы, скорее всего, все те же самые действия совершали бы уже на территории здесь, ближе к нашему дому. И вот с марта по июнь я принимал участие в специальной военной операции. Слава Богу, что ни единого ранения, ничего, ни контузии, никакой, ничего нет. И помогал связистам, тоже можно сказать, в развертывании аппаратуры. Я в действительности увидел, с чем мы сталкиваемся, и насколько на самом деле не безразлично все граждане Российской Федерации. В батальон «Ахмат» приезжают люди, на самом деле, со всей России, также из ближнего зарубежья, бывшие постсоветские пространства наши. Глава региона рассказал, что и сам лично поддерживает связь с теми, кто находится на передовой. Это крайне важно для того, чтобы организовать гуманитарную помощь для бойцов. Очередная крупная партия груза уже готовится к отправке. А так все хватает. Нет такого, чтобы страдали от голода, от холода. Все у нас было. Также Олег Николаев напомнил, что для бойцов, которые возвращаются из зоны СВО, организованы специальные программы реабилитации. Семьи участников специальной военной операции освобождены от оплаты за услуги детского сада, кружков и секций. Для детей предусмотрено бесплатное питание в школах. Очевидно, там желательно, чтобы не было других мыслей, там, которые беспокоят человека. Глава республики отметил, что все, кто находится на передовой, герои. Рядовой Максим Данилов был награжден посмертно за отвагу при исполнении воинского долга. Олег Николаев передал его брату и сестре орден мужества. В Маргаушах разыграли награды турнира памяти солдат другой войны в Афганистане. Среди его участников боксеры из 7 регионов. Приехали ребята из Казани, Йошкар-Олы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова и Санкт-Петербурга. Безусловно, мне очень приятно, что современная молодежь, спортивно подготовленная, готовится защищать не только свою честь, но и честь республики, честь страны. Подобные турниры необходимы для того, чтобы воспитывать в ребятах волю к победе, отметил глава региона. Сегодня мы отдаем дань памяти тем ребятам, которые не вернулись, тем ребятам, которые, слава Богу, живы и среди нас и являются носителями этого воинского духа, который в очередной раз нам остро необходим. Победителям и призерам вручили медали и памятные кубки в виде фигур боксеров. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков, Республика, из Маргаушского муниципального округа.